Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, которое характеризуется острым внезапным появлением неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов. Инсульт бывает двух видов – исхемический и геморрагический. Ишемический инсульт развивается вследствие нарушения кровоснабжения определенных участков головного мозга, вследствие поражения тромбом, стенозирующий церебральный атеросклероз, то есть уменьшающий просвет сосуда, или патология кровеносной системы, связанная с сгущением крови. Все это ведет к ишемии определенных участков головного мозга с развитием соответствующей клиники. Геморрагический инсульт – это разрыв стенки сосуда с последующим развитием внутричерепного кровоизлияния. К факторам риска относится, во-первых, мужской пол. К сожалению, мужчины болеют чаще инсультом. Во-вторых, пожилой возраст. В-третьих, наследственная предрасположенность. Если есть у родителей, у кровных родственников инсульты, то, к сожалению, вероятность развития инсульта выше. Сахарный диабет, ожирение, малоподвижный образ жизни, артериальная гипертензия, то есть повышение артериального давления, высокий уровень холестерина в крови с развитием церебрального атеросклероза. Также к факторам риска относится так называемое апноэ сна. Это нарушение дыхания в момент ночного сна. Чаще это бывает у людей, страдающих храпом, в виде отсутствия дыхания более 10 секунд. Во-первых, это слабость правых или левых конечностей, или слабость одной конечности какой-то правой, левой, руки, ноги, онемение в этих конечностях, нарушение координации в них, а также может быть нарушение речи. Пациенты это описывают как симптом каши во рту или нарушение в подборке слов, нарушение зрения в виде двоения или ограничение полей зрения. Также может быть нарушение глотания, гнусавость голоса. Все это вышеперечисленное относится к очаговой неврологической симптоматике, но еще есть общемозговая симптоматика, которая может проявляться инсульт. Это внезапная потеря сознания с судорогами или без. Также может быть сильная головная боль, головокружение, тошнота, рвота. Необходимо сразу вызвать скорую помощь. Сами мы ничего сделать не можем. Мы ложим пациента, принимает горизонтальное положение. Если он способен глотать, мы даем ему стакан воды. Если он не способен глотать в силу нарушения функции глотания или нарушения уровня сознания, мы просто вызываем скорую помощь и ожидаем ее приезда. Скорая помощь по приезде транспортирует пациента в приемный покой сосудистого центра. Очень важный момент – госпитализация должна быть как можно в ранние сроки, потому что при ишемическом инсульте существует такое понятие, как терапевтическое окно. Оно длится 4 часа от момента развития инсульта. И если пациент попадает в эти 4 часа в стационар, при наличии показаний и при отсутствии противопоказаний ему возможно осуществление тромболизиса. Тромболизис – это препарат, который растворяет тромб. Профилактика инсульта, снижение массы тела, нормализация уровня сахара крови, отказ от курения, от злоупотребления алкоголем, обильный питьевой режим, жидкость человек должен употреблять не менее 2 литров в сутки, диета с ограничением поваренной соли и животных жиров, нормализация уровня сахара крови у пациента с сахарным диабетом. Одни из самых важных факторов риска – это артериальная гипертензия. Если пациент обнаруживает у себя артериальную гипертензию, обязательно нужно обратиться к врачу для назначения гипотензивных препаратов. И эти гипотензивные препараты пациент должен употреблять регулярно, ежедневно. Зачастую эти препараты назначаются на всю жизнь. Если пациент регулирует свое артериальное давление, риск возникновения инсульта у этого пациента уменьшается ровно в 2 раза. Нормализация уровня холестерина крови. Если есть сердечная патология или если назначил врач обязательно препараты для разжижения крови, либо дезагреганты, либо антикоагулянты. Если назначил врач, обязательное употребление.